Ингушский государственный университет за последние годы стал настоящим образовательным центром для многих национальностей. Здесь дружно знания получают арабы, палестинцы, сирийцы и не только. Каждое занятие для него еще одна ступенька к исполнению самого заветного желания. То, зачем он приехал в край башен и легенд, стать врачом и принести пользу своей родине. Палестинец с ингушской душой, так себя называет Мухаммад. И действительно, молодой человек за 3 года в республике не только успел полюбить культуру, традиции, обычаи и кухню нашего народа, а также стать своим для каждого. Когда я приехал в Ингушетию здесь сюда, я сначала как другие традиции. Но потихоньку я уже адаптировался, я как на ваших свадьбах я там помогал, послуживал там, помогал. И мне это уже как свое, мусульманское, как мы одинаковые мусульмане в общем. И, когда я приехал в первую очередь, я думал, это Россия совсем вообще, там мусульмане по-другому. И реально, я думал, что там чужой вообще, не как в Палестине. Но когда я приехал здесь, на Кавказ, в Республику Ингушетию, мне здесь как уже все свое, брат, как дела, брат, все нормально. У тебя что-нибудь нужно на ингушском, хамишин. Мухаммад, как и многие иностранные студенты, в Ингушский государственный университет приехал на обучение в рамках квоты на бюджетной основе. Знания он получает по специальности лечебное дело и в будущем планирует стать сосудистым хирургом. Он успевает совмещать теорию с практикой, присутствует на операциях, которые проводят ингушские врачи. Как я уже люблю эту республику, хочу как все это как опыт, если буду проходить опыт в арабских странах или в английских странах, хочу все этот опыт брать и здесь помогать. Как моему народу, это как ингуши, моим братьям, я хочу им помочь. И с ними, все, что возможно, как опыт взять с арабских стран насчет сердечно-сосудистой хирургии или вообще с медициной, чем угодно, я дал это все, я буду стараться, чтобы сюда принесли. Мухаммад сегодня прекрасно владеет русским языком и немного понимает ингушский. Его, как и многих иностранцев, которые проживают в Ингушетии, радует отношение к себе местных жителей. Всегда помогут и словом, и делом. В Республике Ингушетия живут много национальных. Недавно приехали афганцы, индусы. И очень все мирно, живут дружно. Я даже как это не представлялся, что так будет. Все национальности, всех стран и живут здесь очень спокойно и мирно. И все уважают друг друга. И даже если у нас другие обычаи, мы соблюдаем их. Они другие ингуши как уважают наших и ничего не отвергают. Я живу в студенческом общежитии. Это мне очень нравится. Там нормально. Если любой вопрос, можно обращаться к проректору по этой части. Живем в одном блоке с ребятами, с ингушами, они мне помогают. Если когда я учусь, там в плане моей учебы, там что-то непонятно, какое-то слово, они мне объясняют, это что значит, простыми словами. И живем дружно, готовим вместе, помогаем друг другу, ездим к ним в гости на Мархаж. С Мухаммадом мы познакомились на первом курсе, это было 1 сентября 2020 года, когда мы все вместе поступили. Мухаммада я знаю очень порядочного, он заинтересован нашей культурой очень сильно. Мы ему помогаем в связи с тем, что он очень любит познавать наши традиции. То есть мы его также брали с собой, ездили с ним в горы. Ему очень понравились наши достопримечательности, в том числе башни. Ингушский государственный университет создает прекрасные условия для иностранных студентов. Здесь им предоставляются льготы, комнаты в общежитии. Всегда идут навстречу в любом вопросе. Ведь именно здесь, вдали от дома, эти студенты решили получить образование. В университете на сегодняшний день действительно обучаются студенты из различных стран. Из Палестины, Сирии, из Индии, из ближнего зарубежья, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. Мы будем и уже наращиваем контингент иностранных учащихся. В этом году мы уже набрали до 100 человек студентов из Индии. И, скорее всего, в перспективе это разнообразие студентов с различных регионов мира, предпочтительно из стран
Ближнего Востока, стран Центральной Азии, этот контингент будет увеличиваться. День народного единства – еще один повод напомнить каждому, что независимо от веры, языка, цвета кожи, все национальности должны жить в мире и в согласии друг с другом. Ирина Цачоева, Ахмед Горбаков. Новости 24.